And this information is from a combination of many research trials. Эти данные – это свод данных по многим исследованиям в этом направлении. We combined these research trials so we would have a better understanding of the mycotoxin impacts. Мы собрали воедино множество результатов исследований для того, чтобы больше понять, каким образом усредненно, скажем так, воздействует микотоксин на организм и на продуктивность свиней. We can see that overall these sows had 1.13 piglets less born alive per litter. И результаты этого свод-анализа показали, что микотоксины, наличие микотоксинов в кормах в среднем на 1,1 поросенка снижает размер гнезда, то есть многоплодие. But this ranged from a loss of 2.2 pigs to 0.5 pigs from a higher to lower mycotoxin risk. И вы видите, что эта цифра 1,13 является средним, начиная от 2,2 поросят на свиноматку, заканчивая самым минимальным до 0,5. Even if you have a lower mycotoxin risk on your farm and you have 0.5 pigs lost, если даже у вас, скажем, условно столкнулись с тем уровнем проблемы, который привел не к 1,3, а к 0,5 потерянным поросятам на гнездо, this can still be a big impact if we say 0.5 pigs every litter throughout the sow's life. И вы сами можете посчитать и сказать, что эти 0,5 поросенка на опорос в сумме дают по году довольно-таки большие потери. We also see an increase in the number born dead in these litters. Этот свод-анализ показал увеличение доли мертворожденных на гнездо. And if we have a change in the sow's productivity, if the sow's performance changes, there's a cost that's associated with this. И таким образом эти данные можно собрать, то есть воздействие микотоксинов на продуктивность свиноматок можно собрать в цифру, показывающую экономические издержки влияния микотоксинов на свиноматку. So every time we're losing a piglet, we're losing money. То есть каждый раз, когда мы теряем поросят, мы непременно теряем деньги. So we can see here that mycotoxins do have a cost on pig production. И вы можете видеть по этим данным, что микотоксины оказывают значительное влияние на экономические потери производства. We also have examples for the nursery and growing and finishing pigs. У нас также есть данные по поросятам отъемышам и поросятам при выращивании и откорме. Here we've linked the risk of mycotoxins from the scientific research to the change in control in those, or the change in performance of those animals. Здесь приведены, в первой графе приведены данные изменения продуктивности или риска микотоксинов на продуктивность свиней. Each of these points is a different treatment or a different trial. Каждый из этих точек это данные какого-то отдельно взятого исследования. So with this information, we can say the risk of mycotoxins on performance. И глядя на этот график, мы можем видеть динамику изменения риска ухудшения продуктивности животного в зависимости от дозы, в зависимости от количества микотоксинов. If we look at this data and look at the impact on performance of the pigs, если взять во внимание эти данные и посмотреть с точки зрения влияния на экономику выращивания свинины, if we look after weaning through finishing, we can see the overall impact on performance. И мы можем эти данные собрать, начиная с момента отъема и до забоя, и посмотреть, какие экономические издержки несет эта проблема. And here we see a loss of 81 grams per day in gain. И опять же, в среднем эти усредненные все данные нам показывают потерю среднесуточного привеса равного 81 грамму.
And again, as we lose performance, we have a cost that's associated. И, естественно, потеря продуктивности отражается на себестоимости продукта.